Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что случится, что произойдет со дня на день. Будем смотреть на 2-3 дня. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, так и спросите, что случится и произойдет со дня на день. Я думаю, все уже настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, что-то вы будете получать. Здесь идет получение либо каких-то материальных предметов, может быть, даже ценностей, подарков, либо каких-то предложений. Причем тут не один раз, а вот 2-3, у кого-то даже 4 отыграется. То есть получается, что к вам идет. То есть вы в статусе, в положении принимающей стороны. Будете принимать подарки, будете принимать предложения, возможно, даже вы будете принимать гостей. Но вот если гости, то они что-то вот принесут. Принесут, может быть, угощение, либо действительно какие-то подарочки принесут. Может быть, у вас день рождения, либо какая-то знаменательная дата. Вот, потому что вот к вам идет, для вас, к вам. И все, что будет приходить, вас будет очень радовать. Очень, вы прям так расцветете, да, и настроение хорошее пойдет, и вот удовольствие пойдет, да, удовлетворенность своей жизнью. Значит, мои хорошие, я хочу вас предупредить, что у вас с другой стороны какая-то личность очень такая злобная притаилась, похожая на женщину, но может быть и мужчина такой истеричный. Вот, этот человечек что-то думает и, возможно, даже уже что-то делает. Желание этого человека влиять на вас, подавить вас, либо как-то подчинить себе. В чем опасность человека? Очень, очень такой изощренный ум, непредсказуемость, скорее всего, от этого человека не ждете, либо не ждете такого коварства. Будьте поаккуратнее. Здесь вот идет какое-то давление на вас, да, через информацию, либо через какие-то даже события. То есть человек может просто банально, да, там, запугивать, искажать информацию, либо вас там вот стращать какими-то там сообщениями, либо какой-то, знаете, вот как говорить, вот ты там одна не сможешь, пропадешь, либо там все будет плохо. Почему-то этому человеку важно, чтобы вы подчинялись, либо вы выполняли вот волю, может быть, доверились полностью этому человеку. Вот доверяться не стоит. Если вдруг пойдет какая-то информация неблагоприятная, да, либо пугающая, значит, вам бояться нечего. У вас есть защита очень сильная, у кого-то отыграется, что это защита высших сил, у кого-то отыграется, что есть человек в вашем окружении, кто способен и прям проявит желание вас защитить, вам помочь. И ничего от вас не спросит, не попросит. А вот этот человек, он через условия будет делать, да, то есть, окей, я тебе помогу, но ты мне то, да, и целый райдер. Вот, поэтому будьте аккуратнее. То есть тут какая-то вот прям махинация, манипуляция и вот желание на вас, что ли, нажиться, либо вас в подчинение себе взять. Кстати, могут и руководители всякие тоже так поступать на работе, например. Либо люди, которые обладают какими-то возможностями, да, там, властью, либо, опять же таки, да, в семье может отыграться, когда мужчина может пытаться женщину свою запугать, либо, может быть, какая-то родственница, да, опять же. Будьте поаккуратнее. Вот не станьте жертвой этого человека. Вот это у вас прям события такие самые яркие идут. Дальше, мои хорошие. Мне очень нравится, что у вас очень такие хорошие птицы летят. И они летят вверх. Птицы, летящие вверх, это хорошие слова, сообщения, разговоры теплые, добрые. СМС-ки также могут отыграться.
То есть вы получаете. Кстати, по летящим птицам вверх могут быть и деньги, денежные поступления. Такие заслуженные, заработанные. Очень вам это понравится, птицы. Пока они летят вверх, то есть они несут вот такую информационную наполненность. Это не то, что можно в карман положить, а это то, что вам было обещано, либо будет обещано. То есть настроение от этих птиц у вас будет подниматься. Так, а здесь еще объявится человек, кого вы давно не видели, либо о ком вы давно не слышали. Как-то случайно вы с этим человечком то ли встретитесь, то ли столкнетесь, то ли информация об этом человечке просочится. Будет почему-то у вас такое желание помочь этому человеку, либо что-то для этого человека сделать. Я вас хочу предупредить, чтобы вы это желание свое немножечко припрятали в кармашек. Смотрите, этот человек не нуждается в помощи. И не настолько, там, например, какое-то сложное положение. Почему-то идет, что если вы постараетесь этому человеку помочь, то человек может обидеться. То есть как-то заденет это его чувство достоинства, там, гордость, наверное, какую-то. Лучше не надо. Если этот человек будет нуждаться, он к вам обратится напрямую. Если вы через его голову будете пытаться помочь, поверьте, ничего хорошего не выйдет. То есть, знаете, бывают такие истории, когда вроде как благое делаешь, потом еще на тебя все обижаются. Вот этого делать не надо. Вот. Пусть как бы сам разбирается, если надо, будет к вам обратиться. Может быть, вам информацию какую-то искаженную дадут. То есть вам скажут там первую букву, не скажут последнюю. А вы уже там сами себе додумаете, распереживаетесь и побежите спасать, помогать. Так, здесь у меня выходит человек высокого положения с каким-то предложением. Но предложение как бы классное, оно выгодное, оно очень симпатичное, перспективное. Но есть какое-то но, потому что в левой стороне, и скорее всего это предложение, оно только внешне выгодно для вас, а по большей мере, вот по сути, выгодно для того человека, кто его будет делать. Это предложение, опять же таки, это может быть руководитель на работе, это могут быть продавцы, например, это могут быть какие-то люди с положением, например. То есть вам идут предлагать. Почему-то расчет на то, что вы клюнете, на то, что вы не будете думать, просчитывать, скажем так, проверять, что вы в эту внешнюю красивую оболочку увидите и скажете: ой, да, хочу, я на все согласная. Вот, заманчивое что-то. Будьте аккуратны, потому что хотят вот именно получить выгоду с вас. Не вам дать, а с вас получить какую-то выгоду. Дальше. Здесь у меня веселые человечки, очень веселые. Они веселятся, они кутят, они как-то развлекаются. Но это, скорее всего, либо ваши дети будут в каких-то компаниях веселиться, либо ваш мужчина. Вот. Кого-то ждут прям гуляния. Гуляния, причем такие с выливанием алкоголя, с каким-то даже трэшем могут быть гуляния. Как бы такой праздник не закончился дракой. Что я хочу вам сказать? Важно, если ваш мужчина будет отпрашиваться на такое гуляние, либо вы знаете, что он будет посещать такие злачные, скажем так, места, либо ваш, например, ребенок, предупредите, во-первых, предупредите. И если есть возможность приехать забрать, либо не пустить, мало ли, есть женщины такие, которые мужчин за бубенцы держат, лишний раз никуда и не сходишь, то лучше этого избегать. Потому что здесь какая-то ситуация, когда двое сильных могут слабого побить, понимаете? То есть либо как-то плохо поступить, может быть, какая-то шутка злая, может быть. Почему-то как этот слабый человечек, я так понимаю, это кто-то из ваших, с ним развлекаются, либо над ним потешаются, то есть могут даже, не знаю, выпил человек, они видео сняли, либо могут забрать какие-то вещи, либо заставить за все это расплатиться, либо действительно, не дай бог, какая-нибудь может потасовка случиться. Лучше избегать всеми возможными и невозможными способами. Пусть обижается на вас, пусть надуется на вас, но туда идти не надо, там нехорошо.
И опять же таки, если и вас туда будут приглашать, и вы скажете, ну ладно, я пойду, я проконтролирую, мои хорошие девочки, не надо, вот не ходите, не ходите, там что-то вот какое-то шобло собирается, вот по-другому не скажешь. Так, ну тут я вас предупредила. Дальше идем. Здесь здоровье, какие-то боли, проходят боли, ну, скорее всего, ноги, спина, кстати, может быть, ну вот ниже поясницы, да, вот копчик, та же поясница, ноги, там может потянуть ногу, может быть что-то с суставами, могут быть вот такие болевые моменты происходить, вернее. Будьте поаккуратнее в плане, там, не перетруждайте свою спину. Если у вас есть какие-то заболевания хронические, ну, могут быть обострения, мои хорошие. Тут вас четко предупредили, что будет не совсем приятно. Но это для тех, кто этим страдает. И если вы собираетесь где-то хорошенечко поработать, будь то дома, будь то в саде, в огороде, то последствия точно будут. Вот если вы так вот с головой уйдете в работу и начнете вот все пахать, сеять, я не знаю, собирать, берегите себя. Понимаете, вот этот фанатизм в работе, он до хорошего не доводит. Ну хорошо, вы там молодец, за один день, там, не знаю, урожай собрали, там, что сейчас у нас какие там, может, абрикосы, там, вишня. Вот. А потом вы будете неделю ходить, хромать, стонать и места себе не находить. Ну разве это хорошо? Оно того стоит? Абсолютно не стоит. Поберечь себя очень надо. И также избегайте сквозняков. Сквозняк – это ваш враг, потому что может очень сильно протянуть. Так, здесь у меня человек, который задумался о чем-то. Задумался под влиянием другого человека. Скорее всего, вас будут пытаться втянуть в какую-то ситуацию, в какую-то разборку. Какая-то информационная война, может быть, даже, да? Почему это происходит? Почему? Ну, тот человек, кто будет втягивать, как будто бы сам боится, либо не уверен в своих силах. И очень важно, как бы, знаете, с вами разделить эту ответственность. Типа, если нас там спалят, да, типа, это ж не я один, вот мы вместе. То есть какое-то сомнительное мероприятие, и вы так будете сомневаться, стоит, не стоит. Но я думаю, что вы передумаете. Разве что вот если это ваш прям близкий там друг, подруга, либо родственник, да, и то, понимаете, вот если будут сомнения, лучше откажитесь. Потому что здесь уж прям какая-то ситуация такая вот скандальная, не знаю. Слишком много всего намешано. Так, теперь давайте по-хорошему пойдем. По-хорошему, мне очень нравится, что вам дадутся два каких-то дела. Вы две двери открываете, вот две возможности, два дела, два обстоятельства. Вы одно открываете, потом следом второе открываете. То есть удастся решить, удастся сделать, добиться, получить. Все получится. Я думаю, что вы готовились. Но к одному делу вы точно готовились, потому что одно дело для вас какое-то мега важное. И вот это вот большая, громкая победа, а следом идет еще одна. Ну, это уже как по ходу событий вы и вторую получаете. Так, мне очень нравится, что здесь мужчина будет как-то себя очень деликатно проявлять. И от мужчины пойдут какие-то предложения, пойдут какие-то слова, может быть, даже какие-то действия пойдут. Вы либо давно ждали этого от мужчины, либо вы, ну скажем так, не ждали, но втайне надеялись, что все-таки вот мужчина может так себя проявить. И да, он начнет, и уже знаете, как вот он к вам тянется, он уже в направлении вас идет, уже сам, без всяких подсказок, без всяких там, знаете, вопросительных взглядов, да, к вам тянется. Девчонки, кто от мужчины ждал активности, вот мужчина начнет действовать. Действовать он будет по-своему. Но, тем не менее, понимаете, вы будете довольны, да, движение началось. Так, здесь мне очень нравится, что человечек огромную такую рыбу поймал. Ну, рыба – это деньги, это любовь, это романтика, это ресурсы. И смотрите, как интересно. Здесь у вас вот эта рыба, она у вас в левой стороне. То
То есть это не то, что вот само собой пришло. Это то, над чем нужно подумать, а это нужно забросить, вернее, сети и вот эту рыбу поймать. Здесь какие-то идеи хорошие появятся, здесь какие-то перспективы откроются. Но вам придется поработать, чтобы вот эту рыбу именно в правую руку переложить, чтобы она именно пришла. Не так, что вот я знаю, там можно разжиться добром, а то, что я соответствующие действия сделаю, да, и это добро ко мне придет. Поэтому, мои хорошие, здесь активность. Должна быть активность с вашей стороны. Лениться вообще ни в коем случае нельзя. Особенно если вы делаете для себя, для своей семьи и на будущую перспективу. Так, здесь какой-то обман раскроется. Обман. Вот какая-то ситуация, что-то было скрыто. Вот прям как закрывали, отгораживались, умалчивали, утаивали. И вот как будто бы эта завеса, она пойдет. Причем тот, кто это все затеял, ну вот как бы он какие-то опрометчивые шаги сделает, да, и все раскроется. Вас просто эта ситуация беспокоила, либо вы переживали. А когда все раскроется, вы вот просто выдыхаете и говорите: фух, ну слава богу, да, не надо переживать. Вот. Возможно, человек для вас что-то готовил неприятное и сам как бы в эту ситуацию попадет. Возможно, вы действительно за кого-то переживали, да, человек так отгораживался, про себя ничего не говорил. Ну вот вы узнаете вот прям все, вот в подробностях узнаете. Вам эта информация несет облегчение, выдох, облегчение. Так, здесь кому-то идет денежка случайная. Я не знаю, то ли это какая-то подработка, то ли вам кто-то эту денежку дает. Но это не возвращение долгов. Нет, это именно как либо за работу вам дают, но какое-то вознаграждение, кстати, тоже может быть. Но это как случай получается. Да? Вот идете вы, там ни о чем не думаете. Хопа, видите, кошелек лежит. Вы его поднимаете, смотрите, там есть там, не знаю, визитная карта. Вы звоните по этому номеру телефона, человек говорит: да-да-да, это мое. Сейчас я там дойду до вас, подбегу к вам. Человек приходит, достает из кошелька деньги и вас благодарит за то, что вы честный человек, да, и вернули эту вещь. Либо вы, допустим, да, вы автолюбитель, вы едете, возвращаетесь домой с работы, и видите, что человек голосует. Вы его берете, подвозите, даже не думая, что да, там я оплату возьму. Человек берет и платит, говорит: спасибо вам огромное, да, за то, что вы мимо не проехали и мне помогли. То есть какой-то заработок идет. Какой-то случайный, но очень-очень приятный заработок. Так, здесь у меня еще ситуация связана с какими-то тайными отношениями. Почему-то вот два человечка, как будто бы они опасаются, что люди узнают, что они там общаются, встречаются, они всячески вот пытаются там в каких-то тайных местах встречаться, общаться, все как-то завуалировано, там тайнами покрыто. На ваше удивление, вы столкнетесь с тем, что практически все вот вокруг вас знают, что вы встречаетесь, знают, что у вас отношения. И вы будете так удивлены, вы будете думать: ну вот, пожалуйста, все узнали, никто не возмущается, все относятся к этому нормально. Никакого там, например, осуждения, либо там тыкания пальца, ничего нет. Вот. Как-то так скажете: ну а что это мы прячемся, да? Не надо прятаться. А у других девчонок отыграется, что мужчина может вас пригласить на какое-то семейное мероприятие, где он вас представит вот прям женой, да, либо скажет: вот это моя будущая жена. То есть у вас вот прям шок будет, да, от того, что он так смело среди там родственников вас представляет. Будет очень приятно, кстати, да. И, кстати, тоже может отыграться, да, вы боитесь родственников, вы приходите в семью, все вам рады, все вам улыбаются, все к вам очень положительно настроены. Может, кстати, отыграться, что мужчина там познакомит вас с своими там детьми, допустим, да. Вот вас очень тепло будут встречать, очень тепло будут принимать. И у вас вот именно вот это удивление, да, почему я боялась, либо почему я там скрывала. Вот как-то так приятно будете поражены. Дальше, мои хорошие.
Здесь две женщины, которые постоянно ругаются, нет общего языка, нет взаимопонимания, хотя эти женщины друг друга любят на самом деле, да. Может быть, это вы и ваша мамочка, либо вы и ваша доченька, да, то есть две женщины. Может быть, вы и ваша сестра, не знаю. Вот. Здесь вот эти две женщины, они, если раньше они там друг друга критиковали, там, либо одна критиковала, другая сопротивлялась, то здесь я вижу прям какое-то сплочение у вас пойдет. Сплочение, и вы по какому-то вопросу прям так объединитесь. Вот ваш совместный труд, либо ваша совместная активность, во-первых, даст очень положительный результат, а с другой стороны, это поможет вам договариваться, да, либо находить общий язык. То есть это для вас шанс, возможность на то, чтобы вот примириться, принять друг друга такими, как вы есть, и больше не ругаться. То есть как бы вы сходитесь. Конфликты между вами, они не закончатся вот прям подчистую, да, но их станет гораздо меньше, и они уже не будут иметь такую острую форму. Так, здесь какой-то страх. Страх, причем это страх идет не от вас, а от мужчина, либо человек. Смотрите, здесь какая-то симпатия. Вот есть мужчина, это не ваш мужчина, это мужчина, которому вы очень нравитесь, очень симпатичный, либо влюбленный в вас мужчина. И этот мужчина, он похож на такого зайца, который боится. Он боится вас, он боится вашей реакции. То есть он за вами наблюдает. Когда он смотрит со стороны, как бы он вами любуется, он говорит: о, моя любимая, прочее, прочее. Но ему очень страшно к вам подойти и о своих чувствах сказать. Но здесь вот такой момент, что какая-то женщина, которая знает и вас, и этого мужчину, она то ли пошутит, то ли, вот как будто бы она выдаст его чувства. И он очень сильно сконфузится. А для вас это будет, конечно, такая ударная новость, потому что, мужчина, вы его знаете, там, привет, пока, да, даже не подозреваете, что он в вас влюблен. А для него, помимо конфуза, это еще и как действительно возможность посмотреть на вашу реакцию, вот как она к этому отнесется. Девочки, если вам мужчина нравится, и какая-то дама в присутствии вас и этого мужчины такую шутку типа отпустит, да, что вы там жених и невеста, либо от чего бы вам не сойтись, если мужчина нравится, вот прям пошутите в ответ и скажите: с удовольствием, я бы хотела. И вот у этого мужчины, у него как будто бы крылья могут вырасти. Он, может быть, не настолько осмелеет, но тем не менее он как бы пойдет на сближение к вам. Либо как-то себя проявит, вот даст вам намек, что да, это правда, ты мне очень нравишься, там, либо я в тебя там давно влюбленный. Вот. У кого-то, кстати, вот этот момент, он идет как начало отношений ваших, да, вот сближения вашего. Мужчина сам по себе, я не знаю, он неплохой, но почему-то он так вас боится, вы для него какая-то божественная, да. Вот, и он так прям шугается немножко. Так, еще вышел дом, и в доме очень много работы, очень много. Может быть, это уборка, может быть, это какой-то ремонтик, может быть, не знаю, что-то будет происходить, да, вам нужно будет наводить порядок, что-то собирать, разбирать. Как-то усиленно придется поработать дома. Вам не нужны помощники, сразу говорю. Если вы будете призывать помощников, либо кто-то будет набиваться в помощники, вы рискуете потратить больше времени, плюс, скажем так, по минимуму сделать, да, и как себе дополнительную работу еще найдете. То есть, если вам предстоит что-то делать, лучше делайте самостоятельно, вы знаете, что вы делаете, вы трезво оцениваете свои силы, вы знаете, с какой стороны подойти к работе, у вас все получится. А вот помощники как раз-таки будут мешать, отвлекать, и, возможно, даже придется переделывать эту работу. Так, тут какая-то у вас дорожка интересная вырисовалась. Дорожка удовольствий. То ли вы пойдете в какое-то место, где получите удовольствие. Может быть, это какой-то салон красоты, может быть, это массаж, может быть, это какое-то мероприятие вот на природе. И вы будете думать, идти, не идти. Идите, конечно, вы будете счастливы, да, вот. И удовольствие, и моральное, и физическое, вам нужно туда сходить.
Если позовут, либо вы думать будете идти, не идти, конечно же, идите. Вам это нужно. Вот прям вы нуждаетесь в этих положительных эмоциях. Так, и еще по поводу работы хочу сказать. Кому-то вот по работе предстоит, не знаю, кого-то как будто бы обнаружить, ошибку какую-то обнаружить, либо человека, который там вредоносный человек, да, он не работает, а наоборот вредит, может быть, брак делает, и вы столкнетесь прям с дилеммой, вот как поступить, сказать об этом, либо исправить, да, типа ничего не было. Мои хорошие, очень важно будет об этом сказать, то есть придать огласке ту ситуацию, которую вы обнаружите, либо найдете. Если человек ошибся, ну, нужно об этом заявить. Если вы найдете какие-то, скажем так, там брак, да, что-то неправильно там указано, посчитано, тоже об этом нужно заявлять. А почему это важно? Почему-то здесь прям петля идет, и петля идет на вас. То есть, если вы об этом не скажете вовремя, то могут как на вас, что ли, повесить, да, ответственность. А не бойтесь, что вы там кого-то подставите, либо какие-то разбирательства начнутся. Переживайте больше за себя, чтобы на вас это все не повесили. И вы же ничего плохого не делаете, да, вы видите ошибку, вы об этом говорите. Разве это плохо? Это нормально, это, ну, естественно, да, ну а как? То есть, допустим, да, вот пример, там, плохой бухгалтер неправильно посчитал вам зарплату. И не только вам, там еще кому-нибудь. Ну, надо молчать об этом? Нет, конечно. То есть здесь очень важно будет вот прям сразу об этом начать говорить. И не думать, и не сомневаться. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.